Это «Вести» мы продолжаем. На юге Якутии развивают добычу премиального угля с уникальным набором свойств. В отличие от традиционного энергетического, сорт премиум используют для производства высококачественной стали. Предприятие еще даже не вышло на полную мощность, а уже подписано несколько долгосрочных контрактов. Подземное сокровище в деле увидел Дмитрий Кайстра. Вот он, черный бриллиант. Коксующийся уголь Якутия. Глубина залегания, низкое содержание кислорода и отсутствие солнечной радиации делают его свойства поистине уникальными. Поэтому коксующийся уголь Якутии так ценят во всем мире. На обогатительной фабрике ГОК «Денисовский», одном из двух в угледобывающей компании «Колмар», заканчиваются пусконаладочные работы. К 2021 году предприятие намерено выйти на ежегодный уровень добычи в 20 миллионов тонн угля. Вот на этом конвейере конечный результат нашего труда – это концентрат экспортного качества. Благодаря вот этому концентрату потребители в азиатском рынке прочувствовали наш уголь. Он им стал интересен, и мы благодаря им подписали длительные контракты. Уголь в этих непростых для освоения местах Южной Якутии стали добывать еще в 30-х, во время первых молодежных строек. А в 1975-м построили город Нерюнгри. Два горно-обогатительных комплекса, шахты, социальные объекты в новейшей истории региона были построены за каких-то 3 года. А в декабре 2017-го премьер Медведев дал старт строительству обогатительной фабрики Инаглинская-2 мощностью 12 миллионов тонн обогащенного угля в год. Фабрика позволит выпускать хороший уголь, концентрат для любого рынка. Что для российского, что на экспорт. Своей ближайшей целью компания «Колмар» называет завоевание рынков Юго-Восточной Азии. Во многом именно этой амбициозной стратегии отвечает образование в Нерюнгринском районе в декабре 2016 года территория опережающего развития Южной Якутия, чья основная цель – добыча и переработка для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Транспортировать уголь будут по железной дороге до строящегося порта Ванино в Хабаровском крае, а оттуда уже морем до рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. В проектах компании «Колмар» активно участвуют китайские партнеры. Мы хотим поделить опыт с российскими коллегами и вместе здесь построим очень современную фабрику. Это будет символ сотрудничества. Компания «Колмар» не только строит современные фабрики, но и делает все, чтобы создать максимально комфортные условия для людей, которые там трудятся. В Нерюнгри возводятся новые районы, строятся больницы и спортивные объекты. Когда создаются современные рабочие места, когда есть хорошая социалка для жизни, для условий жизни здесь, молодежь остается. А это наша главная задача, чтобы этот город стал опять городом молодых. Горизонт планирования компании рассчитан на полвека. А в ближайшие годы угледобывающий холдинг планирует создать более 4000 новых рабочих мест. Дмитрий Кайстер, Андрей Бараухин, Виктор Виноградов. Вести, Якутия.